Добрый вечер. И эфир телеканала АДР продолжает Прайм. Я Роман Спиридонов и гость этого часа Сергей Бережной, публицист и политический обозреватель. Добрый вечер. Добрый вечер. А начнем мы разговор с новости от Генеральной прокуратуры Украины. Она расследует более 20 тысяч военных преступлений в более чем 5 тысячах производств в отношении преступлений, связанных с вооруженным конфликтом на оккупированном. Речь идет о военных преступлениях России в оккупированном Крыму и Донбассе. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Маметов. И вот по его информации, что по делам против человечности фигурирует почти 10 тысяч человек, в том числе высшее военное и политическое руководство России. Точное количество этих преступников Гюндуз Маметов не назвал, потому что еще не все известны и очень трудно обработать весь объем, потому что только вот в Крыму оккупанты провели уже 11 незаконных призывов в свои вооруженные силы, и установить всех, сказал Гюндуз Маметов, почти невозможно. Вот, а для этого в Генпрокуратуре будет создан так называемый департамент войны, который будет собирать и анализировать все детали военных преступлений. И это в итоге, уверен Гюндуз Маметов, может позволит привлечь Россию к ответственности за военные преступления. Есть ли у вас такая уверенность? Нет, уверенности у меня такой нет. Не потому, что Россию не удастся привлечь, а я не особо до сих пор наблюдал какую-то повышенную эффективность Генеральной прокуратуры в расследовании чего бы то ни было, и я не вижу, почему они будут делать исключения для расследования военных преступлений, которые произошли на территории, куда прокуроры Украины не имеют доступа. Расследование нужно вести по косвенным признакам, по каким-то свидетельствам. То есть это возможно. Более того, это по закону необходимо делать. По закону вся территория, которая сейчас оккупирована Россией и в Крыму, и на Донбассе, она находится в юрисдикции Украины. И любые преступления, которые там совершаются, убийства, грабежи, воровство, семейные там преступления и так далее, они находятся в юрисдикции Украины. Они должны расследоваться по закону Украины. По каждому такому случаю должны заводиться уголовные дела. Я, кстати, несколько раз в эфирах поминал о том, что это необходимо делать. Я очень надеюсь, что это делалось, потому что подтверждения этому я никогда не получал. И только сейчас начали говорить о том, что такие дела расследуются. И при этом говорят, что речь пока идет о военных преступлениях только россиян, имеющих отношение к действиям российских органов власти. То есть я думаю, что это даже не вся работа, которая полагается по закону Генеральной прокуратуре в этом направлении. Но она необходима, она должна делаться. В то же время, я повторюсь, я не верю в их эффективность, они ее до сих пор никак не продемонстрировали. Но ведь это же необходимо хотя бы для того, чтобы документировать, собирать материал. Конечно, это совершенно необходимо. По формальным признакам, да и по человеческим признакам это необходимо делать. Но в итоге мы же верим, что будет деоккупация, и что... Мы не верим, мы знаем, что будет деоккупация. Да, и что это произойдет, при нынешней системе правосудия в Украине, которая до сих пор не реформирована, и при нынешнем состоянии правоохранительных органов, которые, вот как сегодня Шабунин написал, 4 месяца, за 4 месяца никаких подвижек по расследованию поджога его дома не было. А это все находится на подконтрольной территории, в Киеве, кругом полно камер, кругом полно свидетелей, все это можно было установить, и это не сделано. Почему вдруг эффективнее службы начнут работать в отношении тех преступлений, которые совершаются в Крыму, совершаются на Донбассе, не очень понятно. Но в отношении Шабунина наверняка здесь присутствует не фактор профессионализма, да, сотрудников. А почему нет? А что, политические факторы исключают профессионализм? Это интересный подход. Ну, это просто может быть связано с какой-то политикой, да? То есть, если есть политическая воля, если есть политический такой импульс, то преступление расследуется. Если нет, то нет. Ну, это как раз и говорит о состоянии нашей правоохранительной системы. Вот есть ли это вот сейчас, в нынешних наших реалиях?
Я не знаю. По моим наблюдениям, нет. У нас до сих пор нет эффективной системы. С нами на связи Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Дело в том, что сегодня прокуратура АРК Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении судьи, который причастен к преследованию его. Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый способствовал становлению оккупационной власти России, принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на преследование граждан, согласных с оккупацией полуострова, говорится в сообщении. Если говорить простыми словами, то судья так называемого Бахчисарайского суда незаконно использовал российское законодательство при рассмотрении административных протоколов, которые были составлены на Ильми Умерова за участие, за работу в Меджлисе. И вот на данный момент подозреваемый объявлен в розыск, а санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. Добрый вечер, Ильми ага. Добрый вечер. Можете нам рассказать подробности этого дела? И знаете ли вы этого судью? Как его зовут, собственно, и что это за человек? Я не помню, как зовут судью, потому что в тот период я не особо обращал внимание. Это был очень активный период. И причем это преследование было просто административным преследованием. Это было на фоне уже возбужденного уголовного дела по статье 280.1, часть 2, где мне тоже до 5 лет светило за публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. А это административное дело было за проведение заседания Меджлиса. Меджлис еще тогда как бы окончательно не был запрещен. Было ходатайство Поклонской, было решение так называемого Верховного суда Крыма, и Верховный суд Российской Федерации рассматривал это дело. Еще, когда мы проводили заседание Меджлиса, решения его еще не было. Как вы отреагировали, когда узнали, что Генпрокуратура уже передала в суд дело на этого судью? Ну, если очень коротко, я с удовольствием дал или поучаствовал в допросе. Прокурор Автономной Республики Крым, прокуратура расположена в Киеве, допросил меня по этому вопросу. Я готов, если будет необходимость, на любом уровне давать показания против этих судей. Как вы... Не только по Скисову, о котором сейчас речь идет, не только по нему, но и по всем остальным, наверное, нужно тоже. Скисов это фамилия этого судьи, правильно я понимаю? Да, который административный суд проводил в отношении меня. Как вы оцениваете работу прокуратуры Автономной Республики Крым? Достаточно ли эффективно и качественно продвигаются дела, связанные с расследованием преступлений оккупантов? Ну, я боюсь быть необъективным, потому что я не особо знаю, какими еще делами они занимаются. Но судя по отчетам, которые иногда бывают в средствах массовой информации, у них уже десятки тысяч всевозможных дел, связанных с Крымом. И я так думаю, что они пока работают в стол, но когда эти дела начнут выходить, то крымским коллаборантам и предателям Украины должно быть тесно на этой земле. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Ну вот иногда же попадаются и жирные рыбки, скажем так. Вот я, правда, не совсем понимаю, как это происходит, зачем эти люди едут на материк. Вот я имею в виду последнее дело, связанное с Николаем Федоряном, бывшим руководителем милиции общественной безопасности Крыма.
Он ушел в отставку до оккупации, а потом у них такая есть синекура, их всех отставников отправляют в Черноморнефтегаз, там, советниками на какие-то теплые должности, где они там коротают свой пенсионный век. И он занимался тем, что предоставлял транспорт для ФСБ, когда во время массовых облав на крымских татар. И вот он был задержан во время возвращения в Крым. С одной стороны, его задержали, но с другой стороны, он уже около 10 раз выезжал на материк и, собственно, до сих пор ездил. Вот все-таки анализируя вот эти громкие дела, которые есть, есть дела, которые ведутся тихо, скажем так, без обвиняемых на скамье подсудимых, все же, как вы оцениваете работу прокуратуры? То, что этот человек несколько раз выезжал, потом возвращался в Крым беспрепятственно, это может значить, что у сотрудников на административной границе не было на него никаких ориентиров, или что у них было указание его не задерживать. Второе тоже может означать или какую-то коррупцию, или наоборот, что он был участником какой-то операции спецслужб. Мы этого не знаем. Гадать на эту тему, в общем, как-то странно. Все может быть. В подробности могут всплыть всякие. Не то, что он каким-то образом был задействован, то есть за ним следили, или он сознательно сотрудничал с СБУ, с разведкой, что тоже вполне вероятно, а потом понадобилось его изъять из операции, ну, это детективный сюжет, может быть, мы о нем когда-нибудь узнаем. Но, скорее всего, это действительно было просто разгильдяйство. Ну да, судя по публичной информации, которая есть в открытом доступе, он не сотрудничал с нашими правоохранительными органами. Он Ну, такая информация сразу публичной не становится через некоторое время. Ну, Но это все мое художественное воображение, вы же понимаете. Ну да. Это все такие предположения, которые не имеют под собой никаких оснований, кроме моего желания. чтобы Давайте так могло быть. поговорим о другой истории и попробуем понять логику, спроста ли это. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел совещание, в том числе с оккупационным руководством Крыма, где обсудили информационную безопасность полуострова. И было сказано, публично сделано заявление о том, что хакеры, в том числе украинские хакеры Соединенных Штатов, предпринимают попытки взломать ресурсы и порталы оккупантов, государственные их структуры, для того, чтобы получать персональную информацию, ищут какие-то уязвимые места, и что нужно быть бдительным, менять операционные программы и обеспечение программное на российское. В общем, нужно быть бдительным. Зная, что ничего не делается россиянами просто так, и не проходят такие публичные мероприятия, где делаются такие заявления. Вот что мы можем вот из этого понять? Ну, во-первых, они чувствуют, что где-то пригорает, и начинают действовать в этом направлении. Во-вторых, довольно смешно слышать о том, что необходимо в государственных там, ресурсах использовать отечественное программное обеспечение. Ну, хотя бы потому, что, если я ничего не путаю, в России давным-давно по стандартам безопасности как раз и предполагается, что используется только на ключевых ресурсах, используется только отечественного производства программное обеспечение. Да не только на ключевых ресурсах. Вот недавно уже было окончательно принято решение на всех гаджетах, которые продаются в России, я думаю, использовать что российские это прекрасное начинание, как человек, который хочет, чтобы там было как можно больше удобных для проникновения хакеров отверстий, бэкдоров и так далее. Вот пускай они это используют. Я очень даже не против.
А не значит ли это, что это попытка выстроить стену, создать что-то подобие китайского интернета? И это я бы всячески поддерживал. Чем меньше оттуда будет проникать наружу информационных вот этих вот информационной грязи и так далее, тем лучше. Но понятно, что это строится не для того, чтобы сдержать все это внутри себя, а для того, чтобы не пустить информацию снаружи. Это тоже хорошо. Это снижает их информированность, это снижает это ухудшает их представление о реальной ситуации, заменяет ее фейковыми какими-то представлениями, которые бытуют там внутри. То есть они начинают принимать решения, исходя из ложных представлений о реальности. Это делает их решение и их политику уязвимой. Вот пускай так дальше и продолжают. Я такой злобный в этом смысле, потому что мне уже надоело, честно говоря, комментировать высказывания, взгляды и глупости, которые с той стороны практически все время текут. Это все происходит из-за того, что они сидят внутри своего информационного пузыря, очень сильно ими же самими загаженного. И вот эту грязь они считают основанием для принятия решений. Ну, пускай принимают решения. Но тем не менее, несмотря на то, что, как вы говорите, они пытаются оградиться от мира и жить там в своей собственной реальности, это же не делает их безопаснее. Нет, не делает, не делает. Это снижает их, ну, скажем так, стратегическую опасность, но это не снижает их способность порождать ту грязь, которая все-таки льется. И постоянно льется и в виде пропаганды, и в виде дезинформации, и в виде, ну, вот всех этих попыток взломов. Кстати, о хакерах, это ж те дела, которые сейчас в Соединенных Штатах идут против российских спецслужб, которые пытались взломать и ресурсы избирательных систем США и так далее. Эти дела, они продолжаются. Уже там 5 сотрудникам ФСБ из отдела кибервойны уже выдвинуты обвинения, поэтому это все продолжается. Опасность меньше не становится. Становится меньше, снижается способность российских спецслужб адекватно оценить ситуацию. Потому что не бывает такого, чтобы они наружу выдавали информацию искаженную, информацию загрязненную, а сами пользовались при этом чистой. Они все равно сидят в этой самой грязи. Еще одна новость сегодня пришла. Российская сторона поддержала предложение боевиков по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщили представители российской группы в ТГК. И как они сообщают на своих каналах, наша делегация как бы попросила российскую сторону это подтвердить письменно на завтрашнем заседании. И вот есть уже известно 5 предложений боевиков. Это создание дорожной карты из 15 шагов. Владимир Зеленский должен подать в Раду изменения Конституции для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Эти изменения вместе с особым самоуправлением, видом самоуправления должны действовать до 50-го года. И к этой статье должны быть запрещены любые изменения без изучения мнения местного населения, а мнение местного населения можно будет узнать во время референдума, который рекомендует провести в период с 2045 по 2049 год. Провести выборы до передачи контроля над границей, и это все должно быть утверждено Верховной Радой Украины, этот план. Выглядит как ультиматум. Ничего нового особенно не сказано. Все это в той или иной степени еще звучало, просто это немножко по-другому переупаковано. Как раньше Украина не шла на подобного рода соглашения, так она и сейчас не пойдет. А то, что Россия поддержала предложение, которое она сама же выдвинула, поэтому в этом нет ничего странного. Я уже читал какие-то комментарии, даже немножко панические относительно того, что вот что-то вот сейчас власть пойдет на поводу у этих требований. Я совершенно не вижу для этого никаких оснований. Украина, насколько я помню, выдвинула свой пакет вот этих шагов. И этот пакет сейчас обсуждается. То, что встречное предложение какое-то вышло, в этом нет ничего удивительного. В очередной раз пытаются саботировать прогресс на минских переговорах. То есть работа ради работы.
видимость? Затягивание времени. Это единственное, чем они по сути занимаются. Они не заинтересованы в достижении каких бы то ни было результатов, не заинтересованы в том, чтобы ситуация как-то двигалась, их устраивает статус-кво, и они делают все, чтобы эта ситуация сохранялась как можно дольше. С нами на связи Дмитрий Снегирев, сопредседатель организации «Право справа». Добрый вечер. Добрый вечер. Мы тут обсуждаем 5 предложений от боевиков, которые поддержала Россия в трехсторонней контактной группе. Знакомы ли вы уже с ними? Слышали ли ви сейчас? Пане Романе, знайома. І, на жаль, змушений констатувати, що українська сторона, на жаль, знову програла інформаційну кампанію. Чому? Інформаційну складову. А я поясню. Були заяви Арестовича щодо виборів 31 грудня на окупованих територіях. Так от речник української делегації в трьохсторонній контактній групі пояснював, що подібна пропозиція мала стимулювати бойовиків, змусити їх рухатися вперед і давати на загал якісь нові пропозиції. От вони і видали. Фактично поставивши ультиматум, причому не до 31 березня 2011 року, а фактично протягом 3-4 днів. І наразі фактично мінський процес перемовний він заблокований. Не вирішено питання щодо відкриття КПВВ, про які ми так гучно заявили 10 листопада. Не вирішено питання щодо обміну полоненими. І тут, пане Романе, знов-таки хотілося б сказати, що дивна позиція представників української групи. Арестович говорить про те, що є домовленості до 24 грудня, до католицького Різдва, про обмін всіх на всіх. Виходить пан Кравчук і говорить, що не всіх на всіх, а лише 11 чоловік будуть обмінювати. Потім з'являється цифра 100 осіб. І от, пане Романе, поясніть мені, як ми, от навіть разом з вами, вже не говорячи про пересічних українців, маємо реагувати на подібні інформаційні, ну, скажімо так, колізії, назвемо їх так, представників української делегації. Це неузгодженість дій. Відверта, ну, скажімо так, дезінформація українського суспільства, непоінформованість, непрофесіоналізм. Про що наразі йде мова? Якщо той самий Арестович, який позиціонує себе як військовий експерт, не зміг проаналізувати, що, власне, обміни полоненими відбуваються напередодні православних свят, а не католицьких. Москва таким чином показує і підвищує статусність, власне, російської церкви Московського патріархату. Натомість українська сторона пропонує провести обмін напередодні католицького Різдва. Відповідно, що реакція Росії була 100%, вони взяли на паузу і поставили фактично обмін, зняли його з повістки дня. От вам, пане Романе, коротка така, скажімо так, не зовсім оптимистичная информация. Сергей, а вы согласны с тем, что мы проиграли информационно в этой Мы истории? проиграли информационную войну вот не потому, что конкретно такие события, потому что мы ее системно проигрываем. У нас нет системы противодействия информационной агрессии, по крайней мере, до сих пор ее не было, или она работала крайне неэффективно. Поэтому практически любая наша инициатива в рамках трехсторонней группы, она может быть использована, а поэтому используется противниками для того, чтобы каким-то образом перевернуть ситуацию, показать ее на свою пользу и так далее. И да, мы здесь проигрываем, потому что мы действуем. Украинская сторона действует обычно в рамках того, что называется приличиями, а российская сторона этим совершенно не связана. Но еще недавно я слышал абсолютно другие оценки, вот до того, как появились наши 5 шагов, о том, что украинская сторона перехватила инициативу, мы теперь ведем этот процесс. Что-то изменилось и почему, Дмитрий? Пане Романе, давайте знов-таки проаналізуємо разом з вами. Наприклад, той самий план Б, який ми всі очікували. Дочекалися. Виявляється, що план Б – це ті самі пропозиції Порошенка, які були озвучені ще в 2017 році. Я перепрошую, а для чого тоді потрібно було цілий рік часу гратися у незрозумілу гру, надувати щоки і розповідати про те, що у нас в запасі є такий план, який здивує не тільки українську спільноту, але в першу чергу наших закордонних друзів. Здивували.
запропонувавши знов введення миротворчого контингенту, який абсолютно нереалістичний. Я поясню, чому, пане Романе. Для того, щоб ввести миротворців, треба пройти декілька етапів. Перше з них – це консультація. Що мається на увазі? Дві сторони дають згоду на власне проведення миротворчої операції. Власне, тут ми і можемо поставити вже хрест. Бо по великому рахунку Росія не визнає себе не стороною, не учасницею конфлікту. Фактично, вимоги Росії – це прямі перемовини між Києвом, Луганськом і Донецьком. В той самий час Київ заявляє, ми ніколи не сядемо за стіл перемовин представниками самопроголошених республік. Я далі можу не перераховувати не бюджет миротворчої операції, не відповідно склад контингенту, не логістику, не навіть голосування Радбезі чи в Генасамблеї. Достатньо першого пункту – консультацій і технічних умов. Це крапка. І поясніть мені, пане Романе, де тоді прорив? Де, власне, та перехоплена ініціатива, де українське бачення розвитку ситуації і, головне, план врегулювання ситуації на Сході? Якщо Арестович плутає місію ОБСЄ з миротворчою, власне, операцією, так я поясню, пане Арестовичу, що місія ОБСЄ – це спостереження і моніторинг, і жодним чином це не миротворча місія, себто розведення протиборчих сторін. Уявляєте, от на рівні навіть от подібних заяв можемо говорити про те, що ми самі даємо підстави забивати нам, ну, умовно кажучи, голи. Чим росіяни і користуються? Вони от наразі сьогодні продемонстрували ті самі 5 вимог, які фактично нівелюють і мінські домовленості, і всі попередні домовленості в нормандському форматі. Ну, когда вы спрашиваете у меня, где прорыв, у меня складывается впечатление, что мы можем просто часами посвящать этой теме эфиры, но понять, зачем происходит этот минский процесс и вот эти вот трехсторонняя контактная группа, зачем заседает, я не могу понять. Может быть, вы сможете объяснить, Сергей? С моей точки зрения, там все уже давно заведено в тупик. И наиболее конструктивным шагом со стороны Украины было бы заявление о том, что Минский процесс себя исчерпал, что он не приводит ни к какому результату, кроме как затягивания времени и сохранения статус-кво, предъявление этой позиции нашим западным партнерам и заявление о том, что мы из Минского процесса выходим. Но это моя личная точка зрения, она никаким образом не опирается на ту информацию, которую по этому поводу распространяют официальные органы, и я не думаю, что такая стратегия сейчас у кого-то на столе действительно есть. А, Дмитрий, ваше мнение, нужно ли выходить из Минского процесса и заявлять? Я абсолютно погоджуюся з паном Сергієм. Мінські домовленості – це тупік. Україна має заявити про те, що цей договір, мається на увазі Мінськ-1 і Мінськ-2, вони підписані під примусом. Дебальцевська операція, факт прямої військової інтервенції з боку Російської Федерації. Відповідно, Україна має всі міжнародні, всі підстави, спираючись на міжнародний юридичний досвід, заявити про те, що ці угоди не є дійсними. 7 років перемовин ні для чого не привели. І, власне, пропонувати шлях історичної перспективи звільнення окупованих територій. Тобто той самий французький шлях, німецький, коли, власне, Франція повернула Альзас і Лотарингію через 40 років. А Німеччина об'єдналася, власне, східна і західна мається на увазі, через 45 років радянської окупації. Оце ми маємо і чітко донести українському народу, і не гратися в мінський перемовний процес, демонструвати прориви, які, до речі, ні до чого не доводять. І, пане Романе, користуючись можливістю прямого ефіру, я хотів би, власне, ще один факт навести. Нам показали, що проривом в трьохсторонній контактній групі є відкриття 2 КПВ. Але одне, тут маленьке уточнення. Ці 2 КПВ мали бути автомобільними переходами. Ми про це прекрасно знали. Але менше з тим, ми вгатили приблизно 400 мільйонів гривень на будівництво нікому не потрібної дороги протяжністю 45 кілометрів від КПВ «Золоте» до Сєвєродонецьк. І наразі ці КПВ не будуть працювати. Так поясніть мені, ми і далі будемо по $500 мільйона просто викидати заради створення інформаційної картинки. Причому у мене таке враження, пане Романе, що ми наперед знали про те, що КПВ не відкриється, але менше з тим, виділили бюджетні кошти на будівництво нікому не потрібних ЦНАПів,
будівництво доріг. Ну, ми багата країна, ми можемо собі подібні, ну, скажімо так, речі дозволити. Єдине, що не зрозуміло тоді, яке це відношення має до врегулювання ситуації. Як на мене, це елемент корупційних оборудок. І цим би мали б зайнятися правоохоронні органи. Оце таке маленьке уточнення. Ну, раз вы уже заговорили о деньгах, то мы можем как раз обсудить и исполнение бюджета этого года с дефицитом в 300 миллиардов гривен. Вот в связи с этим возникает вопрос. Уже известно, что казначейство перестало, об этом пишут разные политики, перестало финансировать незащищенные статьи бюджета, а как обстоит финансирование национальной безопасности? А тут найбільш цікаво, пане Романе, виявляється, що Міністерство оборони недоотримає 171 мільйон гривень. Здається, невеличка сума, але на тлі зростання фінансування Міністерства внутрішніх справ виникають певні запитання. Там навпаки, Міністерство внутрішніх справ отримає додаткових 4 мільярда. Приємний маленький бонус. Фінансування Служби безпеки України, себто структури, яка підпорядкована президента, буде збільшена на 24%. Так поясніть мені, хто в нас воює? Національна поліція, МВС чи все ж таки Міністерство оборони? 7-й рік війни, а ми фактично залишаємо на тому ж самому рівні, навіть дещо знижуємо обсяги фінансування. Я вже не кажу про те, що, пане Романе, наразі навіть з тих грошей, які виділяються, не більше 10% йде на переоснащення Збройних сил України, тобто закупівлю новітніх розробок українського ВПК. Утім, наразі ми будемо закупати якісь чеські незрозумілі САУ, які нікому фактично не потрібні. 40 мільйонів доларів ми виділимо на металобрухт, від якого відмовилися навіть чехи. Оце і є оборонна стратегія. У нас півроку було провалене оборонне замовлення, коли РНБО ділила гроші з оборонпромом, фактично залишивши підприємство без фінансування. Підприємства працювали на остаточному принципі, тобто ті договори, які були укладені до цих пір, вони перейшли, власне, на цей рік. Поясніть мені, це ми воюємо чи ми граємо? Оце є суворі реалії української політики. І, пане Романе, основне, у нас є новітні розробки, усі без винятку. У нас є ті самі, ну, я не знаю, ми вже в вашій передачі, Верба у нас є. У нас є новітні розробки Грім-2, Вільха, але вони в одиничному екземплярі. 6 років ми не можемо профінансувати навіть ці новітні розробки, які би фактично зневілювали російську загрозу як з території анексованого Криму, так відповідно і можливість російського вторгнення безпосередньо з території окупованих районів Луганської, Донецької області і території Російської Федерації. Поясніть мені, це саботаж? У нас с нами на связи Марьяна Безугла, заступник главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, фракция «Слуга народа». Добрый вечер, Марьяна. Добрый вечер. Вы давно с нами на связи? Вы слышали, о чем говорил Дмитрий? Вы можете прокомментировать? Предметно не слышала, только подключили, так что давайте... Речь шла о смене приоритетов, о сокращении финансирования Министерства обороны, о увеличении бюджетов национальной полиции и СБУ, о том, что смена приоритетов, мы закупаем чешское устаревшее вооружение, САУ, вместо того, чтобы разрабатывать свое вооружение, которое бы эффективно противостояло российским силам на Донбассе в том числе. Вот что вы можете по этому поводу сказать? К сожалению, я очень плохо вас слышу, ну, то есть с вашей стороны связь несколько прерывается. Если говорить относительно закупки более старого вооружения за границей, то мы такой подход в комитете не согласовали. Больше я комментировать не могу в силу того, что рассмотрение ДОЗ, Державной обороны замовления, государственный заказ, это вопрос закрытый, ну, то есть брифованный. Соответственно, детали комментировать я не могу.
Хорошо, если без деталей, как вы оцениваете... Концептуально еще, извините, если здесь, конечно, позиция комитета, что там, где мы можем поддержать нашего производителя, надо его поддерживать максимально. А что конкретно вы имеете в виду? Вот, ну, вы же знаете, какой наш производитель в чем нуждается? Ну, это различные вооружения, которое может производиться в той или иной мере непосредственно в Украине. Что мы можем сказать, что в общей сложности только в Укроборонпрома более 100 предприятий, но, к сожалению, более-менее перспективных и функциональных не более 30. В принципе, моя позиция, на них нужно акцентироваться и максимально загружать заказами в рамках развития сектора обороны и безопасности. Как это можно сделать нормально, это имея стратегическое вооружений. Как бы странно это ни прозвучало, но согласно теперешнему законодательству сектор планирует фактически на год, а практически вообще на полгода. То есть вот сейчас они приходят к нам в комитет согласовывать изменения в гособоронзаказ, которые там около трети и больше от плана годового, потому что они успевают заключить контракты срываются по объективные причины недовыполнения, субъективные и т.д. Соответственно, чтобы решить эту проблему, это только на законодательном уровне, потому мы разработали новый закон про оборонные закупки, и он с 1 января вступит в действие. 2021 год на переходной период и 2022 уже полностью. Что он включает, в том числе стратегическое планирование. Ведомствам надо будет планировать на 3 года и больше, как они развивают и что они планируют купить и как это использовать. А соответственно, предприятия наши украинские смогут планировать, что у них вот на ближайшие года будут такие-то заказы, и, соответственно, их выполнять, и развиваться. Если сравнивать оборонный бюджет этого года и следующего, и расходы, связанные с национальной безопасностью, как изменились статьи расходов? Этот бюджет этого года не в полной мере освоили. Сейчас еще рано говорить, но тем не менее, возможно, придется часть точно перенаправлять на следующий год и часть возвращать. Соответственно, можем сделать вывод, что им было достаточно. Потому снова-таки это системные проблемы, которые далеко не в полной мере решались, несмотря на агрессию и войну фактическую 2014-2015 года. Как раз законы и их исполнение предполагают улучшение обстановки в этом плане. Ну и, конечно же, если говорить о предприятиях, их поддержке и эффективном управлении, это потребность корпоратизации Укроборонпрома, потому что такой посредник, он во многом просто препятствует дальнейшему развитию. И третий момент, надо быть реалистами, и те предприятия, которые вообще фактически не существуют на бумаге, нужно оставить только те, в которых вкладывать и следить за тем, чтобы у них были заказы, и они исполнялись. Значит ли это, можно ли сделать такой вывод, что раз бюджет не был этого года освоен, то следующий бюджет будет урезан? Нет, он не будет урезан. В общей сложности на сектор обороны и безопасности выделено больше, чем в прошлом году. И это почти 6% от ВВП, когда стандарты, то есть прописано в законе про национальную безопасность, что это должно быть не менее 5%, а в странах НАТО это не менее 2%. Потому приоритетность бюджета сектора, учитывая, что мы страна в войне, и должны с одной стороны реагировать, с другой и параллельно развиваться, конечно же, она остается первичной, и бюджет реализации не будет.
Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Марьяна Безугла, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, фракция «Слуга народа». Сергей, вот у вас какое сложилось впечатление от У меня сложилось разговора? впечатление, что системная неэффективность, которая касается, естественно, и оборонной отрасли, и вообще оборонной сферы, как была, так и остается. Там сейчас ничего не исправлено. Разговор о о переводе на корпоративные рельсы Укроборонпрома — это очень интересно, особенно в контексте того, что предыдущий бюджет оборонный, он не был выполнен, и там вот эта неэффективность сохраняется, это очень хорошо. Я только за. Но пока что я не вижу никаких конкретных шагов. Вот эти Что планы, они есть. Это не первые планы по преобразованию, по реформе оборонной отрасли, которые были. Предыдущие реализованы не были. И поскольку сохраняется общая неэффективность, в том числе в части реорганизации государственных учреждений, отраслей, которые находятся в государственной собственности, стратегических отраслей, она сохраняется, я не вижу оснований для оптимизма. Просто не вижу. И эта реформа, скорее всего, на мой взгляд, будет точно так же провалена, как и предыдущая. вы не оптимист? Нет, на самом деле я оптимист. Я считаю, что рано или поздно мы это сделаем, но странно, что до сих пор этому уделяется настолько мало внимания, что допускается вот такая безалаберность в исполнении оборонного бюджета. Потому что недовыполнение бюджета, недоосвоение денег — это именно безалаберность. Мы об этом говорим в конце года, когда начинает приниматься следующий бюджет. Госпожа Безуглая об этом сказала совершенно прямо, что сейчас вот приходят люди из оборонных предприятий, которые говорят, что мы не успеваем, мы не можем, мы недополучили, нам нужно перенести все это на следующий год. Это, еще раз повторю, это в условиях войны. Дмитрий Снегирев еще с нами. Вот если, по словам Марьяны Безуглой, то виноват все-таки сама оборонка, которая не осваивает деньги и сейчас еще решает вопросы, куда, что потратить. Ну, звичайно, це пошук крайнього називається. Але по великому рахунку я таки не почув відповіді на головне питання. Чим, власне, обумовлено збільшення фінансування Міністерства внутрішніх справ на 4,9 мільярдів Служби безпеки України? В той самий час, коли йдеться про скорочення фінансування Міністерства оборони України. Я не почув чіткої відповіді. Якщо, власне, це переформатування пов'язане з тим, що ми шукаємо ворога всередині самої країни, і вже поставили хрест на факторі зовнішньої агресії, то це одне питання. У мене тільки це пояснення. Я так само і не почув відповіді чіткої щодо закупівлі Саудана, чеського виробництва, які вже взагалі зняті фактично там з озброєння саме в Чеській Республіці. Тобто жодної відповіді нема. Загальні фрази і не більше того. Це є от характеристика, Секретна інформація. Ні, це не секретна інформація. Ця інформація є в відкритих джерелах, тому посилатися на секретність в даному випадку не варто, абсолютно не варто. Це виглядає абсолютно недолуго, пане Роман. Благодарю вас, Дмитрий, что были. Дякую вам. Спасибо. Дмитрий У Снегирев. меня, кстати, есть еще одна версия относительно того, почему перераспределены были средства в пользу МВД. У МВД гораздо лучше лоббисты. Может, они эффективнее парламентские. осваивают их? Не просто лучше. Вот мы посмотрели по цифрам, мы можем даже посчитать, в сколько раз они лучше. Мгм. И если уже говорить о бюджете, то дефицит 300 миллиардов, перспективы принятия нового бюджета по разным оценкам туманные. Вот, если представители большинства говорят, что не стоит опасаться, и бюджет будет таки принят, и будет принят в этом году, и не нужно ждать бюджетной новогодней ночи, то по оценкам тех же членов бюджетного комитета, но из «Голоса», то 1 января он точно не будет принят. Процесс затянется, учитывая то, как сейчас работает парламент. И не факт, что мы выполним этот бюджет, потому что у нас до сих пор не решены проблемы с очередным траншем МВФ. Вот давайте послушаем, что об этом сказал советник президента
Милованов. Он выступал в эфире телеканала ICTV и дал оценку, стоит ли нам ждать денег из МВФ. Трансу цього року не буде. Що можливо отримати? Дякую за що можливо отримати цього року? Це місію МВФ. І якщо дуже добре попрацювати, це не очевидно, але це можливо, то можна отримати те, що називається Staff Level Agreement. Це досягнення домовленості на робочому рівні. Чому це важливо? Тому що таке досягнення домовленості дає позитивний сигнал ринкам фінансовим і дозволяє Україні залучити фінансування на той період, поки будуть продовжуватися перемовини з МВФ на кілька місяців по прийнятним відсоткам. Ну, не хочется в очередной раз вспоминать в суе президента из художественного фильма, где он там разрывает взаимоотношения с МВФ и строит самостоятельную экономическую страну. Вроде бы было понятие, уже пришло, что без сотрудничества с МВФ невозможно, но в итоге закончилось тем, что сотрудничества этого нет. Вот как в этой ситуации выходить нам? А у нас другого инструмента, кроме Владимира Александровича-то нет для того, чтобы решить эту проблему. Все идет через него, через администрацию президента, через Министерство финансов, Министерство экономики. Это раз. Все договоренности. А условием транша МВФ было известное, заранее известное и давно известное список законопроектов, которые должны пройти через Раду. Они не прошли, по-моему, выполнены 6 пунктов из 10 предусмотренных. Нам эти пункты, к слову, никто не навязывал. Мы сами выбрали то, что мы считали необходимым и нужным сами сделать для себя, не для МВФ, для себя. И мы это не сделали. Мы не выполнили свою часть договора, и, соответственно, МВФ, пожимая плечами, говорит, ну, раз вы не выполнили, то чего же вы хотите? Ну, прекрасная ситуация. Теперь у нас задача выполнить срочные оставшиеся пункты, добиться принятия этих законопроектов, что стало гораздо труднее из-за действий Конституционного суда, из-за решений Конституционного суда, который поставил под вопрос всю антикоррупционную структуру. То есть теперь нам надо дополнительно решать и эту проблему, которая якобы считалась уже решена. И простой такая задачка не будет, учитывая то, что бывшего единства монобольшинства уже давно нет в Верховной Раде. И возвращается вот это вот речение эпохи Петра Алексеевича: политической воли нет. Политической воли таки действительно нет. Но то, чтобы это большинство опять появилось и проголосовало нужные законопроекты. Что делать? Таких, собственно, законопроектов нет, по большому счету. Если говорить о решении конституционного кризиса. Это опять же говорит о том, что на нас падают все эти проблемы, как снег на голову, хотя предусмотреть их появление было достаточно просто. Если вы помните, первое решение серьезное Конституционного суда по подрыву антикоррупционной системы было еще до того, как Зеленский стал президентом. Тогда это закончилось отставкой главы Конституционного суда. И постепенно все это вот как бы считалось ситуацией терпимой, но сейчас опять пришло ровно к тому же самому, что было 2 года назад, почти 2 года назад. Но тут никаких отставок. Ну, посмотрим, будут, нет, но так или иначе решаться эта проблема должна. И это один из факторов, которые позволят нам возобновить диалог с МВФ. Ну, посмотрим. Ничего, кроме как выполнять взятые на себя обязательства, от нас не требуется. Вопрос в том, в состоянии мы их выполнить или нет. Пока что власти, все ветви власти вместе, они четко показывают, что они не способны выполнять взятые на себя обязательства. Ну вот, как пишут аналитики, одно из важных решений, которое должен принять Владимир Зеленский, это разрыв отношений с Коломойским. И это одно из основных политических требований. Насколько это... У них дипломатические отношения установлены. Вот я не очень понимаю, какие отношения он должен разорвать? Что он должен сделать с Коломойским? Он должен от него отречься? Он должен там порвать его икону, которая висит у него в кабинете? Что? Что значит? Он должен, ну я не знаю, снять с него какую-то неприкосновенность, но у него нет никакой неприкосновенности.
А, Он должен выдать его в США, где на Коломойского уголовное дело. Вот я не очень понимаю, что значит разорвать отношения с Коломойским. Выйти и сказать, не брат ты мне больше, Игорь Валерьевич. ну, наверное, окончательно поставить точку в истории с Приватбанком. Все считали, что эта точка давно поставлена. Ну, окей, да, хорошо, может быть, с Приватбанком, но это не единственная проблема, которую Коломойский создает. Поэтому я думаю, Но что, ведь его называют авторами этой конституционной проблемы. по крайней мере, компании он способствовал ее появлению, да. Считается, что так. А что касается Приватбанка, то это давно вопрос судебной системы. Судебная система у нас по-прежнему контролируется не государством, а олигархатом, коррупцией и так далее. Ее репутация в этом смысле достаточно прочна, она никакая. Реформирование этой системы, хотя и заявлено, и много лет уже проводится, не привело пока ни к каким существенным подвижкам. Результат чего мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Так что разрыв с Коломойским формальный, просто заявление со стороны президента, офиса президента и чего-то еще, это довольно смешно и вряд ли что-то даст. Ну Вот если вдруг почему? суды Если начнут Владимир работать, это Зеленский будет может серьезно. отвечать, сейчас забыл Царик, кажется, какому-то российскому режиссеру, может отвечать, причем не лично, а со страницы, официальной страницы офиса президента, то уже, ну, по крайней мере, диалог с Коломойским не выглядит так смешно. Ну, ролик он запишет еще один. Я причем без иронии. Вот основной способ коммуникации — записывать ролики. Сегодня новый был, кстати. Я еще не смотрел. Он о Я не позитиве. очень... О Позитиве. позитиве, да, о том, что Очень у нас хочется выработались позитива. антитела, в том числе, видимо, ко многим проблемам. И там он говорил о поддержке ФОПам в связи с карантином. Самое время. И правда ничего не слышно. Карантин, вот только вот тема возникла, и только вот сейчас это вдруг идея поддержки ФОПов возникла. Хотя карантину уже больше полугода. Но и ничего не слышно ни про бюджет, про который все кричат, что он разваливается. Потому что эти вопросы роликами не решаются. Ролики — это просто способ какой-то коммуникации, причем односторонней. Это даже не коммуникация, это такой вот отправка благой вести, если речь идет о позитиве. Отправка благой вести в массы. А коммуникация — это двусторонний процесс. Это когда не только что-то от президента идет в поля, но и из полей что-то поднимается к президенту. Вот у меня такое ощущение, что второго процесса у нас практически нет. Коммуникационщики озабочены только тем, как бы нарисовать картиночку на экране Ютуба. А нет ли у вас впечатления, что на сегодняшний день, по сравнению с тем, как все начиналось, при поддержке в 73%, при монобольшинстве, при таком авансе общества и надеждах на том, что страна начнет работать, а сегодня мы пришли к тому, что фактически президент не управляет этими процессами, и все идет как-то вот, все зависит от интересов каких-то внутренних кланов, То каких-то. есть все осталось, как было раньше. Да, я думаю, что так оно и есть. Я считаю, что основной задачей Зеленского, если он считал себя реформатором, было создание эффективной системы управления государством. То есть это реформа госслужбы, это не переименование администрации президента в офис президента, это изменение ее сути, ее места в государственном аппарате. Это создание работоспособного парламента, не того, который не способен принимать решения, даже имея монобольшинство, даже при условии наличия монобольшинства, и все равно не способен принимать решения. Создание нормально работающего органа, в котором есть монобольшинство, нет монобольшинства, но принципиальные законопроекты в нем или принимаются, или отвергаются, по крайней мере, они вносятся на голосование, и мы можем судить, как работают депутаты. Сейчас этого нет. Это связано во многом, по-моему, с тем, что у нас и регламент Верховной Рады сильно устарел. Он же был испорчен при Януковиче, и за 7 лет, прошедшие с 2014 года, он так и не был восстановлен в предыдущем виде. Там нет ничего, например, о коалиции. Вот на такой оптимистичной ноте, пессимистичной ноте оптимиста мы будем вынуждены заканчивать наш эфир. Сергей Бережной, публицист и политический обозреватель, был гостем этого часа. Наше время в эфире вышло. Впереди заман с Шавкетом Намутулаевым. Не переключайте.
Спасибо, что были с нами. Спасибо.